Чувашии обсуждают стратегию развития библиотек. Отраслевой форум организован Министерством культуры и приурочен к Общероссийскому дню библиотек. Специальным событием форума стала презентация и церемония передачи в дар муниципальным библиотекам книги сенатора Российской Федерации, первого президента Чувашской Республики Николая Федорова «Во дни сомнений». Подробности у Надежды Морозовой. Первый день форума был посвящен новым технологическим решениям и проектам. Участники форума обсуждали развитие креативных компетенций, цифровую трансформацию в работе, сохранение книжных фондов. В республике, как и в других регионах страны, реализуется стратегия развития библиотечного дела с прицелом до 2030 года. Сделано немало. Мы считаем, что библиотеки – это очень важная составляющая в информационном сопровождении практически всех отраслей, которые работают, важных отраслей. Это и финансовая грамотность, это и поддержка сельского хозяйства, молодых фермеров. На мастер-форум пригласили экспертов из Санкт-Петербурга. Анна Снегтова – победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2022». Она стала лучшим молодым специалистом. На форум меня пригласили для того, чтобы, во-первых, я рассказала о своем краеведческом проекте. Он называется «Петербург как сюжет», и он посвящен раскрытию петербургских текстов именно на улицах Петербурга. В рамках него мы, во-первых, проводили школу экскурсоводов, и наши сами участники, они разрабатывали экскурсии по книжным маршрутам в городе. Форум уже проходит не первый год. Он направлен на профессиональный рост библиотечных сотрудников всех муниципальных библиотек и государственных библиотек. Программа форума разрабатывалась с учетом таких актуальных тем, как патриотическое воспитание и развитие цифровых технологий, креативных индустрий. В рамках мастер-форума состоялась презентация и церемония передачи новой книги сенатора Российской Федерации, первого президента Чувашской Республики Николая Федорова «Во дни сомнений» муниципальным библиотекам. Это посвящение его отцу, фронтовику, рядовому Василию Федорову, который был смертельно ранен во время тяжелейших боев под Кёнигсбергом в феврале 1945 года, но чудом выжил и пришел в себя в военном госпитале под Иркутском. Издание хронологически продолжает выпущенную 5 годами ранее книгу «Сквозь призму вечности». Я там делаю такое замечание, что это не столько прогнозы, не столько неосуществленные или частично осуществленные планы. Больше это все-таки, о чем я сейчас говорил или пытался сказать и на чувашском языке, это мои мечты. Мечты. Как бы мне хотелось видеть не только страну большую, мою родную Чувашию, но еще и, знаете, может быть, это очень амбициозно, общество само, то есть нас с вами, какими бы мы должны быть по моему субъективному представлению. 30 мая работу форума продолжит выездная эксперт-сессия. На базе модельной библиотеки в поселке Новое Атлашево Чебоксарского муниципального округа профессионалы обсудят вопросы реализации концепции развития библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура». Надежда Морозова, Борис Андреев, Республика.